Нормативно-правовая база Республики Молдова соответствует практически всем международным стандартам. В 1997 году состоялась промульгация Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это один из важнейших источников защиты прав человека. Все законы Республики Молдова распространяются и на Гагаузию, а также автономия имеет местные законы, закрепленные в уложении, но несмотря на это, права граждан все чаще нарушаются. Если говорить по Гагаузии, то наиболее острыми на сегодняшний день остаются социально-экономические права, то есть право на труд, право на социальное обеспечение, на пенсионное обеспечение. Право на трудовую деятельность нарушается чаще всего, утверждают респонденты. По их мнению, права, установленные на бумаге, ничем не помогут, если нет рабочих мест, а если и есть, то зарплата вынуждает уезжать за границу. Больше всего нарушаются права на трудовую деятельность, то есть нет уверенности у граждан в завтрашнем дне. То есть, что будет постоянная работа, то есть в любое время без предупреждения могут уволить, и это очень большой стресс для людей. Право на труд у нас в любом случае права есть, а мест для устройства на работу нет. Если есть место. Я хотел устраиваться на работу, не берут. А почему, чем это объясняют? То, что говорят, нет образования. У меня среднее образование, и для меня лично трудно найти работу. Если есть образование, я считаю, что везде легко. Тут не платят хорошо. 2000 лей, что тут делать? Нечего делать. Люди, которые имеют частные предприятия, заводы, фабрики, они увольняют незаконно людей, не выплачивая им при этом ни выходного пособия, ни каких-то дополнительных премий, которые обещают, может быть, за сверхурочную работу. Именно в основном у нас нарушается право на труд. Представители старшего поколения рассказывают, как дела с трудоустройством обстояли раньше, во времена их молодости. По их словам, существует огромная разница между тем, как было раньше и как сейчас, и перемены совсем не в лучшую сторону. Если имел документы, имел диплом, значит, работа была гарантирована. А сейчас не то, как было раньше. Можешь иметь диплом и не найти работу, и поехать за границу. Часто люди остаются наедине со своими проблемами и защитить собственные права не видят смысла. Светлана Миронова отмечает, что виной всему недоверие граждан в действенность правоохранительных органов. Они сталкиваются с проблемами, не всегда знают, куда им обращаться за защитой своего права. И в том числе, к сожалению, многие не хотят начинать даже процесс защиты. Почему? Потому что не верят в действенность правоохранительных органов, знают о коррумпированности правоохранительных органов, поэтому даже не начинают. Медицинское обслуживание, мы платим полисы, все равно так же идешь к врачу. И без взятки ничего нет даже смысла подходить. Практически во всех областях юстиции, я думаю, вообще никому не надо говорить, на слуху все. Обращаться можно, но не вижу смысла. Это бесполезная потеря времени, средств и всего прочего. Я думаю, моральный ущерб от обращения гораздо больше, чем договоренность с другой стороной. Несмотря на горький опыт, есть граждане, которым повезло больше, и они нашли поддержку и помощь в тяжелой ситуации. А по мнению депутата Народного собрания Гагаузии, необращение за помощью в компетентные органы грозит полной анархией. Это анархия будет, если люди будут, извините меня, не доверять правоохранительным органам и не обращаться в соответствующие нужные структуры. То есть это превратится в какой-то самосуд. На своем опыте убедилась, что все-таки есть у нас структуры, которые помогают добиться правды, которые помогают отстоять свои права. Надо просто не бояться отстаивать свои права и обращаться в полицию, в прокуратуру, в вышестоящие инстанции, которые обязательно помогут. Я считаю, что людям надо быть более грамотным в этих вопросах, потому что по законодательству Республики Молдова у нас есть возможности противодействовать этим неправомерным поступкам, но люди больше всего боятся
либо из-за незнаний как-то равнодушно к этому относятся. Каждый человек должен понимать, что надо заявить о своей проблеме, и всегда, тем более, что в государстве достаточно неплохая нормативная база, поэтому стоит воспользоваться теми механизмами, которые уже есть. И ряд положительных примеров, которые есть в этой области, они говорят о том, что можно защитить свои права. С нарушением собственных прав люди сталкиваются ежедневно, но каждый становится перед выбором – попытаться защитить свое право, либо оставить все как есть.